Приветик, телезрители! Здравствуй, студия! Я по всем очень сильно скучал. А вы скучали по самым свежим новостям? В эфире детская информационная служба «Гора новостей». И ее ведущие Радомир Усманов И Настя Бурмистрова. Нас ожидает столько всего интересного. Сегодня в выпуске: как правильно выбрасывать мусор, из чего испечь оладушки, какой материал самый удачный для изготовления медицинской маски, что добавить в антисептик, чтобы он не сушил кожу рук, и где проводят время заядлые геймеры. Все это и намного больше в «Горе новостей». Так что смотри и не переключайся. Каникулы перевалили за свой временной экватор. Но это не повод печалиться, отдыхать нам еще 1,5 месяца. И это прекрасно. Кстати, это не единственная хорошая новость. Создан навигатор по онлайн-кружкам. Это, мне кажется, очень удобно, ведь есть агрегаторы доставки еды и такси, а это не менее важная услуга. Выбрать виртуальный кружок и записаться на него можно на единой платформе. На ней собраны лучшие онлайн-курсы и уроки от ведущих вузовских лабораторий, образовательных платформ, онлайн-школ и технологических компаний. Весь контент тщательно отобран и проверен экспертами. Теперь занятия по душе может найти первоклассник и выпускник. Кружки можно сортировать по направлению, сложности, возрасту. А прямо сейчас предлагаю посмотреть, какие хобби появились у наших коллег за время самоизоляции. Всем привет! Прямиком из дома мы решили поделиться с вами самым простым и быстрым способом, как сделать медицинскую маску в домашних условиях. Для этого вам понадобится одноразовые полотенца и ножницы. Это все, поехали! Мы отрываем 2 полотенца. И поскольку они у нас слишком большие, мы должны отрезать небольшую часть. Для удобства мы сложили пополам и сейчас отрезаем. Если у вас получилось не очень ровно, не расстраивайтесь, у меня тоже. Так, вот такие у нас полотенца получились, и мы складываем их вот так. Если вы хотите более плотную маску, то можно использовать 3 полотенца. Далее мы берем закрытую сторону вот эту и делаем надрезы. Если вам нужна детская маска, то делаем маленькие надрезы, примерно вот такие. А если побольше, то вот такие надрезы для взрослых. Далее мы разворачиваем нашу маску и заворачиваем ее вот сюда. И теперь осталось лишь надеть нашу маску. Смотрите, как просто, а главное быстро мы сделали медицинскую маску в домашних условиях, не используя шитья и швейных машинок. Берем маску за уши и надеваем. Теперь корректируем, можем сделать собственный дизайн, подогнуть. И вот смотрите, по-моему, очень здорово, лаконично и просто. Мы советуем вам сохранять режим самоизоляции и, конечно же, не болеть. Карина Однобаева специально для «Горы новостей». Ой, а я ведь тоже сама себе шила маску. Я маску, конечно, не шил, но владел не менее полезным навыком. Всем привет, дорогие друзья! Вы знаете, что сейчас в мире стоит очень трудная ситуация с коронавирусом, и мы хотели бы вам показать, как можно себя обезопасить даже в домашних условиях. Итак, в этом сюжете я покажу, как можно сделать антисептик в домашних условиях. Поехали! Итак, самое первое, что нам понадобится, это самый обычный крем для рук. Можете взять любой. Второе, нам понадобится чайная и столовая ложка. В чайную ложку мы наливаем перекись, а в столовую мы наливаем спирт. Потом выдавливаем крем в пиалку и перемешиваем это все самым обычным миксером. Перемешиваем мы это все примерно минуту до консистенции крема. Потом добавляем пищевой краситель, либо краску, которая не навредит вашим рукам, и перемешиваем. Затем, как у нас все готово, мы все это переливаем в какую-нибудь емкость, из которой вам будет удобно его доставать.
У меня это вот такая баночка. Антисептик очень приятно пахнет кремом, абсолютно не красит руки и не пахнет спиртом. Так что я считаю, что это успех. Ну что ж, друзья, вот и все. Это очень простой рецепт, и я надеюсь, что вы будете им пользоваться. Оберегайте себя и своих близких. Ардамир Усманов, специально для Горы новостей. И что, реально лучше магазинного? Ну, мне больше нравится, не сушит кожу рук. Надо будет тоже попробовать. Ну а прямо сейчас другие новости. Российские школьники мечтают стать врачами, режиссерами, учителями. Такой вывод сделали специалисты Фонда развития культуры и кинематографии «Страна». В проекте приняли участие 1654 школы и более 28 тысяч учеников в 70 регионах. Опрос проводили в 7-11 классах. Я бы тоже хотел стать врачом, это очень благородно. Тем более с азами фармацевтики я уже ознакомился собственноручно и изготовил антисептик. А вот что готовит дома наша корреспондентка Акелина. Привет! Наскучили обычные завтраки? Тогда я покажу, как можно себя порадовать. Итак, приступим. Для оладушек нам понадобится 250 мл кефира, 230 граммов муки, 3 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1/2 ложки соды, 1 яйцо и 40 мл воды. Следующим этапом мы подогреваем наш кефир и добавляем в эту смесь. И теперь после того, как мы добавили кефир, мы добавляем муку и хорошенечко все перемешиваем. А пока мы перемешиваем, мы можем поставить наши сковородки греться, чтобы нам было проще жарить. И теперь перед тем, как начать жарить, мы добавляем соду. Приступаем к жарке. Добавляем масло. Берем ложку и начинаем выкладывать наши оладушки на сковородку. И обжариваем до появления вот таких вот пузырьков. И в конечном результате у вас должна была получиться вот такая красота. Приятного аппетита! Караваева Акелина, специально для Горы новостей. Спасибо за идею ужина. А мы продолжаем знакомить телезрителей с новостями. В Нижнем Новгороде в рамках национального проекта образования начали строить самую большую школу в России. У нас в Уфе самые большие школы вроде бы обучают 2500 учеников. Учебный комплекс Нижнего Новгорода рассчитан на более чем 4500 детей. Он объединит 3 корпуса. Это такой учебный мегаполис, движушно и весело. А какое веселье ожидает геймеров в ближайшем будущем, знает наш корреспондент Нияз. Во время самоизоляции компьютерные игры стали просто спасением. Вреда геймеров прибыло. А если вы здесь недавно, то я познакомлю вас с этой культурой. Первой игрой в нашем списке будет The Last of Us 2. События игры разворачиваются спустя аж целых 5 лет после событий оригинала. Вторая игра — это Cyberpunk 2077. Игра является продолжением настольной игры Cyberpunk 2020. Действия будут проходить спустя 57 лет в большом городе Найт-Сити, расположенном в штате Калифорния. Предварительная игра должна была выйти 16 апреля, но позднее была перенесена на 17 сентября 2020 года. Третья же игра — это Little Nightmares 2. Предстоящая приключенческая игра. Вместе с девочкой-проводницей по имени Шестая Мона отправляется на поиски темных тайн башни. Игры это, конечно, хорошо, но вы наверняка слышали такую поговорку, как делу время, а потехе час. Но так как скоро каникулы, дел станет намного меньше, соответственно, времени на игры увеличится. Теперь вы узнали новые игры 2020 года. С вами был Ямудинов Нияз, специально для Горы новостей. Не я, спасибо. Тоже жду с нетерпением выхода этих игр. А наши зрители ждут новостей. Как известно, за период тотальной самоизоляции природа отдыхала, очистилась вода в каналах Венеции, воздух стал чище и прочее. Да, так некуда снова все загрязнять. Да, наша корреспондентка Олеся знает выход.
Экологи бьют тревогу. Отходы заполонили нашу планету. В океане даже появляются целые острова из пластика. Все больше людей задумываются о рациональном использовании упаковочных материалов и сортировке мусора. Мы тоже решили стать прогрессивнее и экологичнее. В Башкортостане день ото дня растет и крепнет экологическое движение. Вместе с одной из его активисток мы научимся основам экологичной жизни. А сейчас мы с Айзелей научимся правильно покупать овощи и фрукты. Мы видим, что Айзеля отказалась от привычных пакетов, которые используются повсеместно. Скажи, зачем тебе столько пакетиков? Я специально купила разные эко-мешочки, потому что они все предназначены для разных фруктов и овощей. Объясню, зачем они, да? Вот, например, сетчатые, в них удобно покупать различные фрукты, да? А вот эти вот эко-мешочки, они более плотные, и поэтому я туда в основном беру овощи, которые в основном грязные. А вот этот вот мешочек, он такой... из хлопка, он у меня для хлеба и таких вот хлебобулочных изделий. Ученые подсчитали, что в среднем пластиковым пакетом человек пользуется от силы 20 минут, а разлагается он от 100 до 400 лет. Я всем предлагаю переходить к многоразовому использованию, например, как я делаю с пакетами, да, с мешочками. И раз уж ты спросил еще про бахилах, вот у меня есть многоразовые бахилы, они не пропускают влагу, я тоже их специально купила, их можно сшить. Айзеля, а что насчет напитков в пластиковой бутылке? Не покупай, а носи с собой многоразовые бутылочки. Чтобы правильно утилизировать мою бутылку, недостаточно просто отправить ее в контейнер для мусора возле дома. Нужно убедиться, из какого пластика она изготовлена. На ней есть маркировка. Крышка, кстати, сделана из другого вида пластика. Она сдается отдельно. Бутылку нужно обязательно смять. Так она занимает меньше места. Какой самый страшный упаковочный материал? Неудобен, наверное, в сдаче, или там то, что не принимается, да, или то, что сложно сдать. Например, это один из таких материалов, это тетрапак. Он состоит из нескольких элементов. Здесь есть и бумага, и слой алюминия, и пластик. Также сложным для экологичной утилизации является обычный чайный пакетик. Он состоит из разных материалов. Сам чай – органический мусор. Чайный пакетик – бумага. Бирка с названием чая – картон. Не забываем про нитку и малюсенькую алюминиевую скрепочку. Все эти материалы принимают разные инстанции. Но чтобы сдать все эти штуки, их нужно изрядно подкопить. А это муторно. Айзеля признается, что ей куда проще покупать чай на развес и хранить его в многоразовой емкости. В Европе уже давно так рационально относятся к сбору мусора. Давайте мы позаботимся о нашей планете и будем выбрасывать осознанно. Олеся Ван, Наиль Гайнуллин, специально для Горы новостей. Олеся, спасибо! К сожалению, наш эфир подошел к концу. На сегодня все. С новостями и событиями дня тебя знакомили Радомир Усманов И Настя Бурмистрова. Включай нас каждый день и будь на вершине событий. Пока-пока!